святителя Николая почитает весь мир, не только христианский. Этот угодник Божий почитается во всем мире. Но нас с вами здесь этот день особый, ибо далекие предки строили этот храм и избрали покровителем этого места, этого селения, святителя и чудотворца Николая. И этот день здесь особый, ибо престольный праздник. А престольный праздник – это значит день ангела храма. И день ангела всех прихожан, которые посещают и молятся в этом святом храме. Поздравляю вас с этим великим, торжественным и престольным праздником. Причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Дай Бог, чтоб таинство исповеди и таинство причащения святых тела и крови Господних были спасительны для наших душ и в поддержание наших телесных немощей. Не оставляйте храм. Помните, что вне храма нет спасения. Ибо Господь создал церковь. И только лишь через порог храма Христова путь в жизнь вечную. Другого пути туда нет, только лишь через храм. С праздником всех вас! Приветствую и благодарю батюшек, которые приехали на этот день. И такой собор, те прихожане, которые здесь молятся, скажут, столько батюшек. Но все равно не было бы, если бы нас было еще столько, все равно не было бы так торжественно и так молитвенно, если бы не было столько вас. Большое спасибо вам. Вы создали торжество и праздник совместной нашей славной молитвой. Дорогой владыка, не только Отец Николай, он именинник. не только праздник храма сегодня нас здесь собрал, и духовенство, и прихожан, но и день вашего тезоименинства. Празднуя ли это весной, празднуя ли это вот как сегодня в декабре, невольно переносимся мысленно в те места, в Мирликию, сейчас это поиначе называется, и это Турция, земля турецкая, но многие и прихожане, и священнослужители были на том месте, и невольно в эти дни всегда переносишься туда, где жил, где служил Николай. Его там почитают, его там по сей день помнят, любят. И любовь эту он стяжал за свою любовь, за милосердие, за любовь к детям. Он там, памятник там установлен
где он изображен с детьми в окружении детей. Его там чтут и будут чтить века. И вы, владыка, несете это имя от рождения своего. Вы родились в мае 22-го, когда мы празднуем святителя. Вас родители назвали этим именем, и вы поистине переняли все черты святителя Николая. Вы такой же миротворец, вы также обильно прощаете всем врагам, а их, наверное, в жизни вашей было очень много. Вы всем им простили. Вы прощаете и нам наши прегрешения, наши проступки, и мы это чувствуем и понимаем. Вы несете в мир. И если посмотреть на нашу епархию, в которую вы приехали, вы созидатель. Созидатель именно и творец той мирной жизни, которая сейчас существует в нашей республике. Вы примирили церковь с государством быстро. И это получили, мы чувствуем, от этого примирения мы получили большие плоды. Это новые храмы, это вот прихожане здесь, завьяловцы, помнят, без колокольни, без светового барабана это здание. И вот сейчас мы в обновленном храме стоим и молимся. И вспоминаем тех, кто его строил. Добрым словом мы их сейчас вспомянули. Это ваши труды. Вчера святейший патриарх на воскресной проповеди говорил о том, что в России сейчас мы должны консолидироваться. Мы не должны разделяться. Мы как никогда должны быть сплоченными. Мы долго этого ждали. Мы ждали много свободы, и вот мы ее получили. Так неужели сейчас нас свобода разделит? Как это мы видим и разделение в церкви Христовой, и разделение в мире, и нестроение в мире. Дорогой владыка, пусть те слова божественной литургии едиными усты и единым сердцем восхвалим Господа Бога нашего Иисуса Христа, будут всегда вечны и всегда живы. Спасибо вам, что вы с нами есть, и мы молим, чтобы Господь продлил дни и лето живота вашего на многое лето, на благо нашей церкви, на благо нашей Удмуртии и на благо нашего российского государства. Примите эту просвору. Мы с любовью молились сегодня о вашем дне тезоименинства, поминали, вынули частицу о вашем здоровье, о вашем благополепии. Разрешите от Михайловского собора преподнести подарок изображение всех вами любимых храмов, где вы приложили труды своя. Это и Троицкий собор, и Михайловский собор, и Александро-Невский собор, и храм царственных мучеников, и, конечно же, прихожане вам преподносят цветы. Знак благолепия и чистоты. А вот батюшки сейчас, да. Хорошо. Владыка у нас настоятель этого храма, который тоже здесь вот хоть недавно, но потрудился на благо этого храма. Вот все, что мы сегодня видим, это все его трудами. И он сегодня именинник. Поздравляем вас с Днем Ангела. Спаси, Господи, отец Виктор, за добрые слова.
Владыка, сегодня у нас особый день. Мы находимся в Завьяловском районе, самом большом районе, более 20 приходов, более 20 храмов в этом районе. И храмы есть и старинные, есть и новые. И вот сегодня, после этой божественной литургии, мы поедем освящать храм, особый храм, потому что его на своей земле, принадлежащей вот этому человеку, на свои средства, личные средства, построил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Один, без чьей-либо помощи. Я прошу вас, Владыка, его отметить архиерейской грамотой. Принародно, мы к нему туда поедем. Я не думаю, что все вы туда поедете, но хотелось, чтобы вы видели его, знали его. Такими людьми славилась всегда Россия. Такие люди строили храмы, большинство храмов. Это Афанасьев Василий Иосифович. Он перед вами. Примите. Вот похлопать хочется, да? Хлопайте, хлопайте, наверное, хлопать можно. Очень благодарю вас. А?